Всем добрый день, меня зовут Раиса Зубарева, вы на канале Движение за независимость Саха. Сегодня у нас очередные новости недели. На этой неделе депутат Александр Иванов записал обращение, где высказал свои отношения к поправкам в Конституцию и самое главное, что он посоветовал, идти к своим депутатам и настаивать на том, чтобы они отказывались от поправок, не голосовали за них. Сегодня свое мнение по поводу изменений в Конституцию Республики Саха и действий Айсена Николаева высказал народный депутат Александр Иванов. Также Александр дал рекомендации для следующих шагов. Слушайте внимательно до конца. Друзья мои, что предлагаю следующий шаг сделать? Конечно, мы сейчас в эйфории, публичное слушание прошли, но 22 числа на повестке вот это изменение Конституции будет. И 14 на 56 мы проиграем, и изменение Конституции вступит в силу. Хотя мы весь народ против. Что же нужно сделать? Голосование будет тайным, так что все в районах, у каждого района есть свои депутаты. Я предлагаю сейчас сорганизоваться и создать инициативные группы, не знаю, сколько там, 3 человека, 2 человека, 10 человек, и приглашать или встретиться со своими депутатами. Неважно, Единая Россия, это Справедливая Россия, это коммунисты, встретиться и взять у него слово, что он поддержит волю народа, а не одного человека, своего начальника, скажем так. И желательно это все записать на видео. Пусть он подтвердит, что он ваш депутат. В противном случае его, если он проголосует против воли народа, его надо отозвать. И, в принципе, этот процесс тоже возможно сделать, и подскажу, как и когда. Так что надо сейчас взяться за депутатов, и если хотя бы 24 депутата будут против изменений, да, 24 или 25, изменения не пройдут. И вот эти преступные замыслы нашего Ильдархана, чтобы не только вогнать в долг, да, но и под видом оплаты долгов все активы, все богатства республики продать и уйти, мы ему это не позволим. Вы поймите, что он специально загоняет республику. Это банковская система, вот как ипотеки. Специально загнать республику в долги, а потом распродать все, что есть, и потом уйти. Это преступление. Он не воспринимает нашу республику как республику, как народ. Нет. Он видит просто какую-то организацию, которую надо банкротить. И это преступно. За это будут отвечать. Никуда он не убежит. Даже пусть не мечтает. Время придет, он обязательно ответит. И своим коллегам-депутатам хочу сказать. Друзья мои, партия, хоть Единая Россия, хоть Справедливая, это всего лишь общественная организация. И эта партия никогда не заменит ни родину, ни республику, ни народ. Не надо прикрываться общественной организацией, типа воля общественной организации над волей народа и над интересами республики. Так что подумайте об этом. Всем желаю удачи. Так, отстоим свою конституцию. Очень скоро пленарное заседание. Приедем и обязательно выскажем все, что думаем. А потом, если не услышать волю народа, у народа есть свои средства высказать уже более шумно, более глобально свою волю. Времени осталось очень мало, всего 2 или 3 дня. Я присоединяюсь к Александру Иванову и тоже хочу попросить всех жителей республики, которые выступают против изменений Конституции, идти к своим депутатам и требовать от них, настаивать на том, чтобы они отказались, не голосовали за поправки. Инструменты для того, чтобы отозвать депутата в законодательстве Российской Федерации еще пока есть. Это и сбор подписей, и недоверие, высказывание недоверия депутату. Поэтому пока еще есть время, всех настоятельно прошу, сходите к депутатам и потребуйте от них, от своих избранников, да, потребуйте от них, чтобы они не соглашались с николаевскими поправками. Еще одна новость. Эта новость скорее из разряда дела житейские, но она очень показательная. Давайте мы ее посмотрим. Пол в фекалиях да гнилые стены. Такую квартиру выделили чиновники якутской женщине, которая вот уже 8 лет ютится во времянке с 5 детьми. Мы сошли и обалдели. Мы как только открыли вот этот вот туалетный запах, грубо говоря, говна. Открыли, и на полу мы не поняли, что это такое. Включили свет,
А это, оказывается, все фекалии расплыты по всему квартире. И в большой комнате, и в маленькой комнате. Как так можно? И все отключено. И это стоит давно, то есть запах уже въелась в стены. А Дежо мне сказал, ну там же нужен только маленький ремонт. Как они представляют, я, мать одна, работаю, занимаюсь детьми, еще как я должна вот эти фекалии убирать, детей заставлять убирать эти фекалии. На самом деле, зажравшиеся чиновники сами должны жить в таких условиях. Вообще это все, что нужно знать о заботе властей. Вот так у нас в республике власть заботится, в кавычках, о людях. Ну и последняя новость, она самая главная. Я о ней сейчас коротко скажу. Всю следующую неделю мы будем говорить об этом, о бюджете. На этой неделе прошли слушания в парламенте по бюджету. Ситуация складывается очень печально. Ситуация складывается из рук вон плохо. Отмена автобусных маршрутов и нехватка продуктов – это реалии, в которых оказалась Саха. Из-за войны, коррупции и бездумных трат в республиканской казне не осталось ни копейки. Потому уже с 21 октября перестанут ходить автобусы по ключевым направлениям. Люди будут отрезаны от соседних районов, без возможности добраться до больницы, работы, школы. Кроме того, в северные улусы уже не везут продукты питания, нет денег на доставку. Республика, богатая на алмазы и золото, превращается в выжженную землю. Республика Саха сейчас в данный момент находится на пороге гуманитарного кризиса. АТЛК, так называемая Арктическая торгово-логистическая компания, она уведомила улусы о том, что денег нет, и в связи с отсутствием денег продукты на север завозить она не может. То есть, получается просто, не будет завоза. Компания, которая создавалась специально для снабжения арктических улусов, говорит, что у нее нет денег. Кредитов ей не дают, и поставщики отказываются работать в долг. Здесь вопрос не только в деньгах, это вопрос в управлении. Завоз продовольствия в северные улусы – это не какая-то обычная коммерческая операция. Это обеспечение национальной безопасности. Без этого в арктических селах элементарно невозможно, без продуктов элементарно невозможно выжить. Там нет сельского хозяйства, нет дорог и нет альтернативных поставщиков. Отказ от завоза даже на один сезон создает реальную угрозу голода. Самое печальное, что власти хранят молчание. Ничего другого от них, в общем-то, ждать не стоит. Не было от них ни антикризисных совещаний, не было никаких разъяснений для населения, не было даже попытки предложить временные решения. Получается, все знают, никто ничего делать не хочет. Тем более, никто не хочет нести персональную ответственность. В итоге жители севера рискуют остаться без продуктов питания. Даже без самых базовых. Будем следить за ситуацией. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Этим вы очень помогаете продвижению нашего канала.